Добрый вечер. Вы смотрите программу «Якутия в деталях». С вами Петр Васильев. Сегодня, 6 июня, отмечают сразу два значимых праздника. День русского языка и день рождения Пушкина. Со школьных времен мы все знаем, что Александр Сергеевич – наше все, но величие Пушкина не только в его поэтическом даре, но и во вкладе в развитие русского языка. Как поэт привнес новое в наш язык, и как сегодня изменяется наш великий и могучий, ответы на эти вопросы мы будем искать вместе с Марией Соловьевой, старшим преподавателем филологического факультета СВФУ. Мария Сергеевна, здравствуйте. И для начала, конечно же, с праздником. Спасибо большое. Я тоже хочу вас поздравить и всех наших уважаемых зрителей. Ну и, конечно, все население. Да, потому что здесь у нас сегодня и два праздника, и День русского языка, и День рождения Пушкина. И то, что они вместе празднуются, это отлично. Мария Сергеевна, задам для начала, наверное, банальный вопрос. Вы сами сказали, праздники празднуются вместе. Почему именно в день рождения Пушкина? Ведь у нас столько такое большое разнообразие различных писателей и поэтов. У нас Достоевский, у нас Толстой, Бальмонт, Бунин. Почему Пушкин? Кроме того, еще надо сказать, что недавно, 25 мая, мы отмечали День славянской письменности. Это тоже связано с языком. И есть еще праздник, 19 ноября, это день рождения Ломоносова. Мы тоже это связываем с русским языком, поскольку, основы стилистики русского языка заложил он. Ну, естественно, Пушкин — это наше все. Тут надо сказать, что мы о Пушкине столько говорим хорошего, что многие лозунги уже стали немножко такими, банальными, что ли, да? А на самом деле, если вот эту всю шелуху убрать, да, залакированность, да, оставить эту суть, то Пушкин действительно все. Но вот понять величие Пушкина, я думаю, да, можно на таком примере. Если вспомнить время, когда он жил, аристократия, французский язык, русский язык, язык плебса, и вдруг появляется поэт, который пишет по-русски так, как говорят в народе. Это раз. Далее, он говорит об этом так легко и красиво. Это разговорная речь. То есть, если мы возьмем, я вам пишу, чего же более? Что я могу еще сказать? Теперь я знаю, вашей воле меня презрением наказать. Понимаете, это разговорная речь, облеченная в очень красивую форму. Но это действительно разговорные интонации. Это не такой тяжелый слог Ломоносова, Державина, такой, знаете, могучий, ритмизованный. Да? Поэтому тут надо сказать, что вот Пушкин, он сумел показать, что «я тебя люблю» — это так же красиво, как на французском «je t'aime». Понимаете, да? И вот когда люди это поняли, они это приняли, в общем, это действительно гений. Потому что признать поэта при жизни и воздать ему должное, да, это, конечно же, говорит о его великом таланте. Это гений. Понимаете, он же себя проявил не только в лирике, он драматург, он прозаик, он историк, да, и везде, вот во всех этих ипостасях, он проявил себя просто в совершенстве. Причем он же был крайне одиозной личностью. Вот я с детства помню Александра Сергеевича одним, изображенным на портрете, вот эти кудри. А чем больше я углубляюсь в его биографию, тем больше нахожу удивительных различных фактов о нем. Допустим, он любил балы и пиршества, любил дуэли, очень много. Причем 33-я, по-моему, для него стала роковой в конце-то концов. Несмотря на свой счастливый брак, он все-таки любил ходить в разные увеселительные заведения, что не очень рисуется с образом поэта, которого прославили еще при жизни. Вы вот прямо знаете, вот сейчас, вот ваш пример, да, это то, о чем я хотела сказать, да. Мы зачастую воспринимаем поэтов как картинки, да, это как вот некие такие парадные портреты, фотографии, да, и есть определенный такой списочек тем, которые мы в школе все это учим. А вот живой человек со всеми страстями, да, и со всеми африканскими страстями, иногда нами упускается. Я с вами не совсем согласна по поводу слова «одиозный», да, поскольку, Я не говорю, что это плохо. Я хорошо. говорю о том, что он живой человек. Да, он живой человек. И, в общем-то, то, что он мужчина, то, что он любит женщин, то, что он любит балы, то, что он жизнь воспринимает во всем, так сказать, разнообразии, во всей красе. И самое интересное, что он может это передать. Это вот не каждому дано. Потому что все-таки мы, вот два человека, мы на одно посмотрим
каждый увидит что-то свое, а поэт увидит третье, то, что скрыто вот за этим, да, это какой-то такой тайный смысл. И мы все его глазами посмотрим и скажем: боже, как это красиво, да, мороз и солнце. Казалось бы, мы каждый день зимой это видим. Это настолько банально, да, бывает. А тут восхищение, восторг. Это же описание природы, хотя там, конечно, любовь тоже есть, да, но все-таки это прекрасно, потому что действительно такими точными деталями, штрихами нарисовать и природу, и показать свою спутницу, да, и радость бытия, Глубину чувств. и глубину чувств, и вот эта антитеза, что было вчера, что сегодня, да, ну, конечно же, это может только гений. А я, кстати, сегодня, когда готовился к эфиру, прочитал, что некоторые исследователи Пушкина называют его первым блогером. То есть он вот как все, что он был в сегодняшнем дне, он писал про сегодняшний день. По сути, то же самое, что блогеры делают сегодня. Да, да, это очень интересное замечание, Петр. Вы знаете, вот у нас на самом деле таких произведений, которые бы отражали современную жизнь, да, не так много. То есть вот если что-то выйдет о сегодняшней жизни в Якутске, мы, конечно, начнем читать и выяснять, вот кто этот персонаж, а кто этот персонаж, потому что все-таки прототипы должны быть, да? Вот. И Пушкин точно так же. Он в своих произведениях, ну, в Евгении Онегине, он, по сути дела, зафиксировал всю жизнь вот того периода, да, когда кто, куда, там есть фамилии, там есть какие-то прямо персонажи, да, и я там тоже, ну, главный герой лирический, да, то есть вот это все есть. Да, я согласна с вами. Которая, ну, конечно, она Ну, частично надумана, придумана, додумана. «Капитанская Александр дочка» — Сергеевич. это все-таки эпоха, которая была раньше. Тут уже да. как бы он ее восстанавливал, он очень много работал, он ездил по архивам, он ездил по этим местам, собирал информацию. И, в общем-то, конечно, «Капитанская дочка» — это не совсем как бы блогерская получается вещь. Да? Но А вот тем не Евгений менее- Онегин, да. Но, тем не менее, Да, «Капитанская и в дочка». его стихах они посвящены прям конкретным людям, и по ним можно и характер узнать, и кто как жил, и кто о чем думал, и какие отношения были. Удивительно, как закольцевалась история, правда? Да, не говорите. Мария Сергеевна, а почему вот все-таки праздник День русского языка в сегодняшних реалиях, вообще в целом сегодня так важен для нас? Почему мы его отмечаем? Ой, ну, вопрос языка — это вопрос очень многоплановый, потому что, как ни странно, язык и политика, они тоже связаны. Кроме того, язык — это отражение личности. Кроме того, язык, если мы берем это как какую-то категорию, такую психологическую, что ли, да, ментальную, это отражение процессов мышления, потому что, ну, когда человек думает, ну, практически, там, конечно, есть и художественные образы в живописи, и в музыке, мы тоже можем все это выразить, да, но словами мы выражаем более точно, да, наши эмоции и чувства. Поэтому вот язык очень многогранен, и если мы вот от этого перейдем к русскому языку, да, то надо сказать, что я работаю с иностранными студентами. И я открыла для себя еще одну грань русского языка, поскольку, ну, как бы мы все с детства говорим по-русски, да, в русскую школу ходим, учим стихи, учим грамматику и так далее. И оказалось, что научить иностранца с нуля, которые приезжают и вообще ни алфавита не знают, ни одной буковки, да, научить его за год так, чтобы он уже мог изъясняться и понимать химию, физику, математику на русском языке, все-таки это совершенно как бы другая методика обучения, да. И когда мы говорим вот об этом, я поняла, что есть какие-то, знаете, как их современным языком можно назвать, да, настройки базовые, да, вот, в языке. И чтобы научить человека говорить, ну, вы сами изучали. Я сам филолог, да. Да, вы сказали, что вы немецкий язык изучали, и вы это понимаете. Сначала все-таки мы начинаем... Вот, кстати, с чего начинает изучение языка? С алфавита. Ну да, правильно, это чтение, это правила. А потом... Фонетика, потом начинается введение в грамматику легкое. Вот, а грамматика с чего начинается? Имя существительное. Ну, может быть, да, это как лексический такой запас, то есть вот такая элементарная лексика, да, а все-таки это лексика, да. Морфология, лексика, Вот, да. а точнее все-таки это местоимение.
И когда я это так поняла для себя, думаю, ну правильно, я, ты, он, она, мы, вы, они. Дальше уже начинается там категория рода существительных, что очень трудно дается китайским нашим студентам, поскольку там нет... У них нет рода? Да, у них нет такой категории, и они не могут понять, почему стул — это он, а газета — это она, да, вот, и так далее. И потом уже глагол вводится уже на каком-то там этапе дальнейшем. То есть получается, что есть какие-то такие базовые установки, да, в языке. Может быть, даже это и есть этапы как бы становления языка вообще у человека, да, то есть он же как бы из потребности передать информацию возник, да, поэтому есть какие-то такие моменты, которые вот являются такими основополагающими. Ну вот для меня поэтому теперь язык — это как некий конструкт, да, благодаря которому мы можем вот выражать наши мысли. Ну, это понятно, да, но просто когда мы это говорим, это как бы слова. А вот когда мы видим, как люди вот начинают первое предложение строить, ну, это уже совсем другое. Мария Сергеевна, То есть мы формируем у них, да, новую нейронную сеть, по сути дела, для русского языка на основе того языка, который они уже знают. Тогда спрошу сразу вслед профессионалу два вопроса. Ну, как давай. китайскому студенту вы объясняете букву, либо я сейчас ошибусь, либо R, либо L, какого-то звука в китайском Да. алфавите и фонетике нет? Да. И как объясняете иностранным студентам твердый и мягкий знак? Я понимаю, что вы учите с ними А, Б, В, Г, Д, у каждой буквы есть звук, твердый знак. Ну, насчет твердого знака, давайте тут два вопроса, как бы, да. Твердый знак, мягкий знак, мы просто говорим, что они не обозначают звука, да, то есть нет звука, просто это буква, знак. А вот по поводу произношения, да, это, конечно, большие проблемы, потому что звук «р», он как бы у всех людей, он формируется в последнюю очередь, можно сказать. Да? Да, потому что это мелкая моторика языка, это кончик языка работает, и это нужно определенную производить такую артикуляционную деятельность, чтобы работал вот этот «р», да, потому что существует еще французское, Немецкая. кстати, немецкая тоже, да, совсем другая. американская, там это когда вообще его как бы, и английская вообще чисто вот British English, да, там не произносится этот звук. Поэтому здесь есть специальные методики, мы их берем у логопедов через «д», «дра», «дро», «дру». То есть они в таких сочетаниях, они как бы начинают легче, да, Через переходить. взрывной согласный, Да. То есть потому что артикуляция у них одинаковая, и потом идет вот это «д», и вот в этом же месте, где «д», да, язык начинает дрожать. Ну, конечно, это трудно. Но в конце концов у нас же есть много людей, которые картавят. То есть, получается, у них, вот вы сказали, что это функция организма, вот эта функция, получается, языка, которая заставляет произносить звук «р», то есть у них ее вообще этой функции практически нет, потому Ну, что этого понимаете, звука нет. тут все-таки язык — это такая вещь, есть такое понятие языковая способность. Да? Есть люди, которые сразу начинают говорить, а есть такие, которых очень трудно научить чему-то, да, поэтому это индивидуально. Ну, У некоторых вообще нет проблемы, а со многими приходится работать. Для этого, я думаю, вы именно и работаете. Ну да. Мария Сергеевна, есть такой феномен — языковая избыточность. Часто я, по крайней мере, наблюдаю различные фразы, которые, так скажем, калькированные, заимствованы, ну, просто перенесены из английского языка, но русскими, так скажем, буквами. Допустим, обзор на фильм. Как вам это нравится? Можно мне, пожалуйста? Как относитесь к таким феноменам и откуда вообще берется такая традиция говорить по-английски на русском? Ну, здесь тоже как бы получается два таких момента, да, мы их давайте попробуем разделить. Во-первых, вот то, что вы говорите, это тавтология повторения, да, смысла, потому что там есть избыточная такая информация. Ну, в конце концов, это просто узус, потому что, например, есть такие вещи, написать письмо. Мы 2 раза повторяем корень, рисовать рисунок, да, мы по-другому просто не можем сказать. Ну, Да? масло Это как, масляное. да, это узаконенные как бы такие вещи, да, а есть такие вещи, как типа патриот своей родины. Ну, здесь уже в лексике слово патриот заложено, да, понятие родины, поэтому вот здесь будет избыточная информация. А вот то, что перенимается из других языков, это может быть, действительно в какой-то мере калька, потому что там все-таки устойчивые сочетания переводятся. Да? Ну, я думаю, что язык, он, как живой организм, он в дальнейшем в речи он отбирает то, что ему надо, то, что не надо. Потому что именно так нормы формируются. Вот. Ну, А заимствование вообще это плохо?
Ой, вы знаете, это процесс вот живой тут я при вспомню глобализации? Николая Георгиевича Самсонова. Да? К нам приезжал академик Костомаров. Я помню, я понимаю, о чем вы Да, сейчас и у хотите нас сказать. была, значит, встреча с преподавателями. Николай Георгиевич выступил с пламенной речью против заимствования, жаргонизма и бранной лексики. Это понятно, да? Вот. И я разделяю этот пафос. Но, с другой стороны, академик Костомаров тихо так посидел и сказал: а вы знаете, во фразе «студент филологического факультета» нет ни одного русского слова. Понимаете, да? Поэтому заимствование мы должны тоже как бы делить, потому что не бывает все только плохо, только хорошо. Тут надо разбираться с каждым случаем отдельно. Ну, это вот я к чему подвожу, допустим, если мы говорим о молодых преподавателях, о молодых сотрудниках университетов, которые, казалось бы, должны преподавать правильный русский язык, они зачастую используют, не знаю, как во время лекционных занятий, ну, вот в неформальном общении со студентами, там, не знаю, вайб, кринж и прочие модные новые слова, как к этому относиться? Так, здесь, наверное, больше речь идет о том, что это использование не заимствованной лексики, а может быть даже жаргонизм. Да? Потому что жаргон — это такая вещь, это вообще социальное явление, да? Потому что по жаргону люди по языку сразу знают свой, чужой. Вот жаргон в этом плане, он очень маркирован. Да? Если ты так говоришь, ты свой человек. Поэтому у молодых преподавателей это как бы средство установления контакта, понятно, да, то есть я такой же, как вы, ну, тем более, если он закончил вот в прошлом году, и он год назад был студентом, и для него это была нормальная лексика. Но вот вы правильно заметили, что существуют как бы такие ситуативные разделенности, да, то есть если мы говорим на официальном уровне, там запрет полностью вот на такую лексику, да. Но если это такое неформальное общение, ну, это от человека зависит, понимаете. В качестве языковой игры, да, как средство привлечения внимания или установления контакта, ну, люди используют. Конечно же, со временем, может быть, это у них пройдет, поскольку там уже понятно. В общем, всему свое время и место. Да? Ну да. Ну, вообще, если про жаргон говорить, то я, наверное, не типичный филолог, да. Я разделяю здесь жаргон как явление, и к нему я отношусь позитивно, потому что именно в жаргоне мы, филологи, лингвисты, видим как такое вот инновационное поле, да, то есть мы видим, какие словообразовательные модели используются, какие суффиксы, да, новые используются, да, какие там заимствованными словами происходят изменения, то есть берется там усеченное слово и плюс еще какой-то суффикс русский добавляется, да, и вот это как такое экспериментальное поле для языка, где вот, ну, язык же он живой, то есть у него есть вот стабильная часть, есть то, что уже ушло из языка, хотя иногда возвращается, как слово «галифе», например, да, неожиданно. Это да. И когда это в моду входит, то слово может вернуться. Ну, я имею в виду вот такие вот бывают интересные моменты. И есть вот это вот новое, где это просторечие, может быть, даже, как ни странно, разговорная лексика, вот жаргон, да, где происходит вот такое вот как бы ну, попытки там что-то нащупать, куда вот язык дальше пойдет. Но лингвисты вот в этом стабильном поле, они как бы пытаются сохранить это все. И тут, понятно, и словари, и учебники, и какие-то там пособия, да, то есть это все как бы сохраняет стабильность языка, это сильные нормы. Ну, вот так. А вообще, если с точки зрения исследований... Подождите, я же вторую часть пропустила же, да? Вот эта первая часть, это теория, да? Вот к этому я отношусь положительно. Но в речи тут зависит уже от ситуации, да? Потому что если человек вообще не чувствует, с кем он говорит, о чем он говорит, использует вот такую лексику, ну, это уже, конечно, говорит о общей культуре человека, о его, там, о том, что у него эмоциональный интеллект вообще не развит, да, ну, то есть, по сути дела, получается, что это уже индивидуально надо разбираться с каждым случаем.
Если говорить о развитии русского языка, вот на ваш взгляд, в какую сторону он двигается? Вот он, безусловно, живой организм. Вы меня спрашиваете, это такой вопрос глобальный. Да, он живой организм. Но одним словом это же сложно описать. Это невозможно описать. Вот я могу рассказать только о том, ну, это как такой академический такой материал, да, как происходит становление нормы в языке. Значит, нормы мы делим на стабильные, как мы сказали, которые сохраняют язык, да, и слабые нормы, да, которые вот меняются. Это ударения, это какие-то там предлоги, это какие-то там, в общем, разные варианты сочетаемости и так далее. То есть получается, что вот это первая как бы градация, да. Потом мы должны сказать, что вот эти нормы, они на разных уровнях разные, да, фонетика, лексика, морфология там, и синтаксис, построение предложений. Так? Здесь тоже у нас есть много-много разных нюансов. Да? Ну и вообще норма, она фиксируется словарями, но она отстает от реального положения, вот эта фиксация. Ну, примерно вот в советское время говорили на 40 лет. То есть, чтобы явление в словаре появилось со стилистической пометой «доп», допустимо, да, это уже как бы первый шаг в литературный язык. Так вот, 40 лет проходит. Ну, понятно, что меняется поколение людей. И когда приходит поколение, которым слово звонит, не режет слух, а вам режет? Нет, Вот. неформальной речи нет. Ну, вот видите, да, вот уже меняется парадигма. Не так да? же важно, куда И вот вкладывать буквы. когда вот это поколение мастодонтов уже отойдет и придут новые люди, вот тогда эта норма в словарях, она уже будет отражаться совершенно другими пометами. Поэтому вот с каждым явлением надо разбираться отдельно. Потому что есть нормы, которые на протяжении тысячелетий меняются. Да? Падение редуцированных, например. Там. А есть нормы, которые сегодня так говорят, а завтра так. Или два варианта. А есть, кстати, еще такой вариант. Калуша-галуша. КГ, да? Или там мы творог, да? Два ударения. Роту кофе, тот же самый. Вот. Но там, по-моему, Тут лингвисты будут стоять до конца. мужской. Понимаете, есть такие как бы узловые точки, которые показывают принадлежность. Окончание «е» среднего рода. Но ООЕ. вот это слово исключение. И эти точки, вот как бы, как их называют, рэперные, что ли, да, они показывают культуру человека. Понимаете, да? То есть есть такие моменты, как, вот раз так сказал, ага, мы понимаем, человек не знаком с этой нормой, да, значит, родители, школа, общество не справились. И он, ну, мы же всегда говорим, что кофе – это он. Кстати, почему? Потому что в русский язык эта форма пришла через польский язык «кофе». Ну, если было бы «кофе», там не было бы. То есть потом французское слово, да, и они как бы существовали, и род у нас как бы перешел. Ну, там в языке очень много таких нюансов. Если говорить о загадках языка, почему так говорят, да, можно говорить очень много. Нам не хватит даже 2 часов. Да, ну вот я просто к чему примеров спросил, можно очень много привести. потому что я, допустим, ребенок, родившийся в конце 90-х, в конце, получается, 20 века, я уже не понимаю детей, которые родились, вот сейчас вырастают в Куване, в 10-х. Конечно. Мы не будем говорить о там, делении там, миллениалы и прочее. Да? Язык, он, конечно, меняется. И очень ярко это видно как раз на примере жаргонизмов. Вот тот жаргон, который мы, вот я со своими студентами, да, словарик мы составляли, собирали в конце вот как раз 20 века, я думаю, что от него в современной речи, да, ну, практически ничего не осталось. Ну, может быть, там круто, вот какие-то такие слова, там их совсем немного. И то, что вот раньше так называли, сейчас другое. Потому что у жаргона совершенно другая функция. А если говорить про феминитивы, которые последние лет, наверное, 5-10 активно продвигаются, причем через молодежь в русский язык. Да, блогерка, да? Я честно Блогерша. скажу, я к этому отношусь негативно, потому что, мне кажется, большинство феминитивов придают словам такую негативную окраску. Вы Допустим, абсолютно врачиха. Ну, что верно такое? чувствуете. Вы чувствуете это, да? Ну, здесь надо говорить о том, что связано все это с историей. Профессиями, большинством,
ну, может быть, даже это 99%, да, первыми овладевали мужчины. И, понятно, форма мужского рода. Врач, доктор, инженер и так далее, да. Вот. И у некоторых слов там очень органично обе формы существуют. Актер, актриса, например, да, учитель, учительница, преподаватель, преподавательница. Это даже студент, студентка, это нормально звучит. Но суффиксы «ша», суффикс «к» в некоторых словах, да, они придают, как вы сказали, вот такой ироничный, негативный, такой пренебрежительный оттенок, да, типа докторша, кассирша, там, врачиха, да, и так далее. И поэтому, когда мы вот их сейчас говорим, блогер, да, блогерка, блогерша, ни тот, ни другой вариант, они как бы режут слух. Благесса есть еще все, что на «ес» окончается. Это вообще, по-моему, издевательство. Да. Спасибо, вы обогатили. Ну, это вот, видимо, берется с актрисы, оно прилагается. Да, это как поэтесса. Поэтесса, да. Ну, поэтесса, это звучит, конечно, красиво, а вот там врачесса, я не знаю, блогересса. Да, вот здесь филологам надо, конечно, думать, и, ну, это язык сам решает, понимаете, да? Поэтому обходимся вот такой формой, меняем только глагол. Доктор пришла, допустим, да, ну, в зависимости от рода. А вообще в эпоху интернета сам интернет сильно на нас влияет, на русский язык? Конечно. Интернет — это благо, потому что мы сейчас не можем жить без интернета, это как бы понятно. Но, с другой стороны, тут надо еще, знаете, о чем поговорить? Есть письменная речь, есть устная речь, да? Давайте на устной остановимся. Вот как раз вот здесь феномен такой возникает, да? Смотрите, мы же пишем в чатах, там вот всякие там эти наши отзывы и прочее, да? Печатаем — это письменная речь. Но мы туда переносим элементы разговорной речи. И поэтому вот там происходит какой-то такой микс. И кроме того, помните вот этот албанский язык-то, да? То есть это язык там «привет, медведь», да? Вот когда там сознательно коверкают форму для того, чтобы ну, вызвать там определенную эмоцию у людей. Так вот, вот этот язык, ну, кстати, он сейчас практически не используется. Это только как old. Это вот олды, да? Это вот мое поколение интернета, оно выросло и ратует за правильный русский язык. А теперь, значит, появляются такие, значит, новые слова, вот там тот же вайб и прочее, да, вместо там, настроения, атмосферы, да, которые вот и туда очень так органично входят. Ну и плюс еще, конечно, это орфография. Это очень плохо влияет на орфографию и пунктуацию, и ну, потому что люди быстро, это же время скоростей, нам надо быстро напечатать и отправить. Хорошо, что есть Т9, ну, тоже не всегда Кстати, в эпоху интернета появилось такое мнение, что печатать текст без смайликов, ну, допустим, условно, либо это скобочка, либо картинки, признак такой, скажем, цифровой токсичности. Насколько это утверждение соответствует действительности? Опять же, понимаю, что в зависимости от того, с кем ты переписываешься. Ну, я сама любитель смайликов, да, и тут надо еще сказать, вот как раз это опять будет микс письменной и устной речи, да, потому что когда мы с вами говорим, у нас есть мимика, у нас есть жесты, интонация, и мы можем показать свое отношение при помощи голоса, улыбки, взгляда, чего угодно, да, то есть это, вот невербалика работает. В письменном тексте этого нет. Ну и понятно, что вот эти смайлики, они как бы дополняют эту речь и показывают, как надо относиться к этому. Или улыбка, или плач, там, или какой-то скепсис. Ну, в общем, то есть суровая... или там взрыв мозга, да? Суровая точка в переписке вполне себе может быть и не суровой даже, а просто показателем грамотности, что предложение закончено. Ну да, да. Мария Сергеевна, хочу спросить сейчас такой вопрос. Пора выпускных, пора экзаменационных различных экзаменов, конечно же, ЕГЭ, главного нашего показателя грамотности. Я в этом уверен, хоть кто бы что ни говорил. Сложно ли стало сдавать экзамен по русскому? Ой, так, ну вот насчет ЕГЭ сейчас, вы сами понимаете, ситуация такая, идут разговоры о том, чтобы снова вернуться к старой форме. Но, в принципе, я считаю, что ЕГЭ как форма, да, это нормальная форма контроля знаний. Здесь это неплохо, нехорошо, здесь нет вот чего-то такого, да, что там негативно может повлиять. Потому что как бы мы ни проверяли, мы проверяем знания. Потому что если у ребенка нет знаний, которые он в школе должен был получить, да,
мы его устно будем спрашивать, он будет писать сочинение или там еще что-то, да, в форме теста, да. Но мне кажется, в данном случае тестирование как бы просто это форма контроля. Другое дело, что там много психологических есть моментов, но это уже не с самим тестом связано, а с тем, что С настроем. с результатом, что это может быть там, повлиять на его выбор университета, что он не поступит в МГУ, а поступит там в какой-то другой, да, если низкие баллы будут. Да. Ну, в общем, вот тут такого рода психологические моменты. Вот. Ну, и еще надо сказать, что по сути дела же ЕГЭ сейчас очень четко как бы делится там по уровням. То есть такой блок базовых знаний, да, есть такой блок, где такая более-менее средняя сложность, да, и есть задания со звездочкой, да, за которые баллы ставят повыше. Поэтому тут, ну, понятно, что человек подготовлен, не подготовлен, то есть он, если базовую часть, свои 24 балла набрал, да, то, в принципе, он может поступить уже в университет. Это я к чему спрашивал? Я недавно пытался пройти ЕГЭ в интернете по русскому языку, я его не сдал. И мне показалось, что, возможно, ну, я там допустил, не знаю сколько, из 13 вопросов, условно, я ответил на 10. На 10 неправильно, по-моему, даже. Я спрашивал к тому, что мне показалось, что ЕГЭ по русскому очень сильно усложнили. Вот спустя 10 лет, которые я сдавал, 11. Сдавал я в 13-м Ну, году. я думаю, что... То есть вы не полностью весь тест прошли, Нет, да? не полностью. Я понял, что там уже дальше еще хуже будет, поэтому я решил не испытывать себя. Ну, может быть, какие-то там моменты есть, да, но, во всяком случае, вот это вот деление на вот эти уровни, да? Оно делает свое Да. дело, я уверен. Да, конечно. И сдают его те, Тут, ну, вот эти уровни полностью те, кому действительно нужны высокие баллы по русскому языку. Да, да, да. Мария Сергеевна, время летит незаметно, просто у нас программа подходит к концу. Да Я в вы что? заключение. Да, 45 минут пролетели со знающим человеком, как буквально птица. Хочу спросить вот что. Если бы вас попросили охарактеризовать русский язык 3 словами, какие бы это были слова, прилагательные? Ой, вы знаете, все писатели о русском языке уже сказали все, что можно, да, и великий, и могучий. Ах, ну... Сложный вопрос, Да. правда? Ну, во-первых, это благозвучный язык. То, что Ломоносов говорил, что с ним можно и как по-французски говорить, да, значит, о любви. То, что это язык очень гибкий в плане стилистики, он богатый, потому что здесь очень много нюансов. Я вот, например, когда сталкиваюсь с тем, что студенты переводят со своего языка на русский язык, я там нахожу какие-то такие вещи, которые вообще непонятны, да, то есть какие-то выражения, допустим, странные и так далее, да, и они достаточно, может быть, даже простые такие. В русском языке одну фразу можно сказать 20 способами, то есть одну мысль. Понимаете, да? И это будет разная грамматика, это не только синонимы там и прочее будет, да? Это может быть разное стилистическое, допустим, наполнение, да? Какие-то вот такие вещи. Поэтому если вы читаете, если вы обогащаете свою речь, и это происходит, знаете, как подспудно, когда человек читает, то есть какие-то новые слова, они все равно сами по себе усваиваются, да, то есть пассивный словарный запас формируется, да, и потом это где-то все равно проявляется, да. Ну и, конечно, надо осознанно работать и над нормативами, и над нормами литературного языка, иногда заглядывать в словарь там, как это? Что это за У слово? Пушкина, да, хоть и заглядывал я встать в академический словарь. То есть там надо и ударение посмотреть, и какой предлог употребляется, и какой падеж, можно ли так говорить и так далее. Да? И третье? Ой, ну вот, третье – это живой. Да, он живой как жизнь, вот как сказал Корней Иванович Чуковский, да, и вот действительно так, я к языку так отношусь. То есть это на самом деле очень интересная вещь. Язык мы его пощупать-то не можем. Мы его в словарях видим, но это только слова. В учебниках видим, это только какая-то грамматика, там, да, в таблицах представлена, да. А где он? А он вот в У нас таком с общении. вами. В
том числе и в Понимаете, да? сердцах, и в душах, и в умах. Не Да, побоюсь этого слова. совершенно Мария верно. Сергеевна, я благодарю вас за эту увлекательную, интересную беседу. Еще раз поздравляю вас с профессиональным, в том Спасибо. числе, праздником. Уверен, что русский язык будет еще жить и процветать многие годы. Ну, конечно, ваши слова. Да Богу в уши. Ну а на этом выпуск программы «Якутия в деталях» подошел к концу. С вами был Петр Васильев. Смотрите нас по будням в 19:15. Расскажем обо всем в деталях.